Раз, два, три. Добрый день, приветствую вас, витаю вас, Доброго друзья. дня. Сегодня у меня мой старый друг, мой гость Влад Шипицын. С Владом мы хотели бы обсудить ситуацию, связанную с транзитом, с военными действиями в Украине, ну и разные другие темы. Но первое, я бы хотел бы перед началом нашего разговора, Влад, поинтересоваться у тебя делом, уголовным делом, которое возбуждено против Ольги Смирновой, которая сейчас находится в Санкт-Петербурге, которая очень много сделала для антивоенных митингов, участвовала очень много, активно участвовала. И сейчас она находится в изоляторе, в местах лишения свободы. Влад, тебе слово. Всем доброго дня. Хотел бы сказать, что Ольга Смирнова действительно по-прежнему находится в тюрьме на Арсенальной набережной СИЗО-5. Недавно, как недавно, примерно месяц назад, ей продлили арест, содержание под стражей до 15 января 2023 года. Дело было передано в суд для рассмотрения по существу. Затем 8 августа состоялось первое предварительное заседание. На этом заседании оно было закрытым, должен был рассматриваться вопрос о возвращении дела обратно в предварительное следствие, поскольку защита обнаружила противоречие между текстом обвинительного заключения, который был передан для ознакомления самой Ольги Смирновой, и тем текстом, который был передан в суд. Соответственно, заседание не состоялось в связи с неявкой следовательницы Васильевой, которая оказалась в отпуске, не знаю, на каких там морях, океанах она отдыхает после трудов тяжких по посадке инакомыслящих в тюрьмы. Она отдыхает. Надеюсь, не по шенгенской визе. И перенесли это предварительное заседание для рассмотрения вопроса о возврате в предварительное следствие на 22 сентября. Все это время, конечно, Ольга будет находиться в СИЗО. Угу. Будем следить за этой ситуацией. По своей практике знаю, что если ты попадаешь в изолятор, то, скорее всего, приговор бывает обвинительный. Особенно, если это дело касается вот таких вот дел, политических дел и так далее. Поэтому будем Ну, наблюдать. Ольга, Да, да, слушай. Ольга, да, извини, что перебиваю. Что ты хотел сказать? Не-не-не, продолжай, продолжай. Я просто хотел сказать, что как сообщает ее адвокат, Ольга чувствует себя бодро, полна сил, скажем так, очень хочет ввязаться в бой, доказать свою правоту. Я не совсем разделяю то, что она хочет доказывать правоту своим следователям и так далее. Но, во-первых, это ее жизнь, это ее судьба. Возможно, что-то у нее получится переубедить следователя, переубедить систему. Это ее путь, я бы действовал по-другому, но вот она выбрала такой путь, и у меня ничего не остается, кроме как ее поддерживать во всем, как я могу вот со своей стороны. Сегодня, кстати, в Вильнюсе был митинг, традиционный воскресный митинг, на который я вышел с плакатом «Свободу Ольги Смирновой», в частности, также. И Ольга считает, и она правильно считает, что именно она распространяла правду о действиях российской армии в Украине, об обстрелах Запорожской АЭС. Кстати, один из постов, которые ей вменяют, это об обстрелах Запорожской АЭС в марте месяце. Сейчас российская армия снова обстреливает Запорожскую АЭС, поэтому это снова актуально. Не знаю, чего они хотят, ядерные катастрофы там устроить или что-то еще. И она хочет доказать в суде по каждому посту,
что именно она была права, а Министерство обороны, или как его называют украинцы, Минубийств Российской Федерации, именно оно распространяло фейки. Я думаю, в общем-то, стоит ее в этом поддержать. Конечно же, мы с удовольствием обязательно, конечно же, поддержим Ольгу. Очень, очень хочется, конечно, обнадеживать, но очень не верится, что можно... Ну, мы знаем, как эта система работает, Влад и Ольга знает, но у нее другого выбора нет, кроме как бороться. И мы будем бороться вместе с ней. Наша задача привлекать как можно больше внимания к этой проблеме, и не только к Ольге Смирновой, есть еще другие люди, которых я пока просто имен не хочу называть, но есть огромное количество людей, которых я и знать не знаю, которые тоже сидят. И будем максимально говорить на эту тему. Ну, она в последнем письме написала, что я готова к тому, что в конце этой шахматной партии они ударят мне доской по голове, у меня голова крепкая. Ну, имеется в виду, что ударяет доской по голове тот, кто проигрывает тому, Да, кто выигрывает. да, совершенно верно. Влад, ты затронул тему Запорожской атомной электростанции, и сейчас очень сильно раскручивается эта тема. Так называемые русские оппозиционеры, которые здесь находятся, они просто уверенно говорят, чуть ли не поэтапно рассказывают, как этот будет взрыв производиться, как туда бомбы будут завозиться, даже показывают там, рассказывают, что сколько будет заражено. Ну, очень сильно много и настоящих русских оппозиционеров об этом говорят, и фейковых, которых я такими уже считаю фейковых. А, как ты считаешь, для чего вот это нагнетание и реально может ли Путин применить, взорвать атомную электростанцию? Я считаю, что ну как, вот понимаешь, как у них вот все это происходит. Вот я тут недавно послушал Венедиктова, его это выступление насчет обстрела торгового центра в Кременчуге. Он упорно вот это продвигает эту версию кремлевской пропаганды, что они целились в завод какой-то танковый. Ну, на самом деле, украинская сторона сказала, что там вообще он уже давно заброшен, ничего там не производилось. Но вот попали вот в этот вот торговый центр. И это вот с его стороны какое-то смягчающее обстоятельство или что-то, я не понимаю. Для меня это отягчающее обстоятельство. Если вы целились в одно, а попали в другое. И мое мнение, возможно, что из Запорожской АЭС, скорее всего, произойдет то же самое. Целиться будут в одно, попадут в другое. Потому что вот что сейчас происходит на той же Запорожской АЭС, когда идут эти обстрелы, вот оккупационные войска, это Росгвардия или кто там, Росатом, которые туда пришли, они все уходят, они все скрываются, они знают места, где не попадет. То есть понятно, что все это делается именно российскими войсками, а потом они распространяют на весь мир, ну опять украинцы сами себя обстреливают и так далее. То есть вот в какой-то определенный момент, благодаря вот этой природной дурости всех этих ватников, которые думают, которые воюют оружием и мыслями с 1945 года, только почему-то как бы думают, что воюют на стороне правды, а на самом деле воюют как бы со стороны Гитлера. Ну, в общем, вот мое мнение, что что реально, я думаю, ему объяснили, он понимает, что вся эта волна пойдет на Москву и на Курскую область, и так с Чернобыля куда пошло? На Москву, на Петербург, на Европу, Куда на ветер Швецию. подует, туда и пойдет. А вот трахнуть, целиться в одно, а трахнуть в другое, это у них абсолютно нормально получится. Ну, смотри, тогда у меня вопрос, Влад, извини. Смотри, когда Путин грозился нанести атомный удар по Америке, все его игнорировали. Потом он начал уже говорить более такую правдоподобную версию, по Украине нанести он начал говорить, что вот мы нанесем удар по Украине. И тогда Тони Блэр, типун мне на язык вспомнил,
этого нехорошего Тони Блэра, Бориса Джонсона. Борис Джонсон сказал: в случае, если вы нанесете удар по Украине, мы нанесем, не согласовывая с другими членами странами НАТО, нанесем удар по России. И все. И вопрос больше о нанесении ядерного удара. Ну так, журналисты как бы в мире, они независимые, как бы считаются, и как бы они в России как бы считаются. Поэтому иногда журналистам позволено говорить, и потом российские политики говорят, что ну, у нас журналистика, это свободные люди, они что хотят, то и говорят. Типа, к нам это не имеет отношения. И Соловьев сказал, что Великобританию там они ответный удар нанесут, и все. И после этого больше даже не заикались про нанесение ядерного удара. Теперь же для того, чтобы с ними сели за стол переговоров, чтобы с ними начали разговаривать, они угрожают уже взорвать Запорожскую атомную электростанцию. Тогда возникает вопрос: если они хотят договариваться, да, то нужно посмотреть, что будет после того, как будет взорвана эта Запорожская, не дай бог, атомная электростанция. Ну точно тогда с Путиным никто разговаривать уже не будет, потому что никакого смысла в этом нет. Сейчас, когда они ее контролируют, когда они ею грозятся, уже всем понятно, будет и так понятно, что это сделано специально, под видом как будто не специально, случайно, и будет понятно, что за этим стоит кровавая террористическая банда ФСБ. Но они опять обвинят в этом украинцев. Ну, а толку? А толку? Нужно же договариваться. Он же хочет войну остановить. Там как вопрос стоит? Кто хочет войну? Путин хочет войну остановить? Конечно. Нет. Приостановить. Смотри. Ну просит ведь. Смотри. Есть группировка. Просит. Да. Российская группировка на территории Украины. Эта группировка сейчас накапливается. И должно быть такое, по всей видимости, по сценарию, должен быть такой мощный сход этих двух сил. Украинской и русской. А русская не мотивирована вообще. Оружием за эти 5 месяцев и еще меньше мотивация упала. У Украины оружие, которое она может сдалека, с недосягаемого расстояния наносить удары. И русские не мотивированы. Абсолютно. Весь мир против этой войны. Мы уже видим это. Давно это уже наблюдаем. Есть вероятность, что армия... Но они не знают, что весь мир против этого. Вот эти, я не знаю, люди, я их называю, не люди, которые пошли туда. Уже знают, Влад. Контракты они уже знают. Большая часть, командиры знают. Я имею в виду, знаешь что? Я имею в виду, что когда начнется настоящая заварушка, то российская армия просто будет сдаваться. Если бы ее уничтожили бы, для Путина было бы лучше. Но если она сдастся, если российский солдат скажет: мы не будем воевать против украинцев в этой несправедливой войне и так далее, тем более, в которой они не смогут выиграть. Путину надо любой ценой эту армию сохранить. Я думаю, лучший выход для них – это повернуть оружие против своих командиров, против Путина и свергнуть его туда, куда... Такого мужества мы от них не ждем, повернуть их обратно. Такого мужества я точно от них не жду. Я жду мужества, что они сдадутся в плен. Я считаю, это будет большим мужеством, если, не сопротивляясь в несправедливой войне, сдаться и сохранить свою жизнь и жизнь украинцев. На это не пойдут. Я слушал вчера, по-моему, интервью вот этого бывшего русского десантника, который с основателем ГУЛАГу нет, вот у него давал. И знаешь, вот да, он рассказывает все вроде бы нормально, объективно и так далее. Ну, его спрашивают: а кто же виноват в этой войне? И он говорит: обе виноваты. И он, вот его дословные слова: и Россия с Путиным виноват, и Украина, и украинский народ виноват. Конечно. То есть, если даже виноват. Тот, кто решил не воевать, вот он ушел, он решил не воевать, он написал эту книжку, там что-то такое
не помню сейчас название, не могу процитировать название. Ну вот этот человек, он отказался от участия в войне, но он считает, что украинский народ тоже виноват. Как может украинский народ виноват? Украинский народ жил на своей земле так, как он хотел. Он избрал свое законное правительство на демократических выборах. Что, в чем он виноват? Что он не подчинился Путину, не того избрал, не тот гимн принял. Вместо здравия желая в украинской армии стали говорить «Слава Украине». Что? В чем он виноват? Вот я не могу понять этой психологии. И то же самое вот с тем же отчетом этой Amnesty International, который вышел. Если это Amnesty International, если они там обвиняют украинскую армию, значит в этом что-то есть. Это опять, вот это главная заслуга вот этой путинской пропаганды, что она даже в мозгах нормальных, разумных людей, она сеет вот это зерно сомнения, что жертва тоже может быть как-то виновата. Например, вот тебя насилуют, ударила не по морде, а по яйцам, или как-то вот по-другому. Вот это мне непонятно. Ну, это для меня это Я понятно, Влад. отклонился. Для меня это очень понятно. Знаешь, когда ты ведешь несправедливую войну, то в этом тебе ты не можешь вот стопроцентную истину люди испокон веков создания, там, я не знаю, сформирования народов, племен, люди друг с другом воюют, отстаивая свои какие-то там земли, да, животные воюют за свои территории и так далее. И когда ты Ну, приходишь. они то точно как животные. Приходят, насилуют, грабят, дерьмо свое оставляют в квартирах. Вот точно Да. как животные. И для того, чтобы вам как-то себя преподнести, вы понимаете, что вы переступили черту, вы пришли на чужую землю, и вы уже не можете быть правым, абсолютно. И в таком случае, это просто мы на себе все испытали. Посторонний человек, который наблюдает, да, который не участвует в этом, ему нужно объяснить, что и эти плохие, и эти. Нельзя сказать, что вот нападавшие, они правы, потому что они 100% правы, ты их никак не обелишь. И тогда ты говоришь, и эти плохие. Это я Басаева, Дудаева, Масхадова, всех беру. Они так делали. Вроде бы человек воюет за свою страну, вроде бы отдает свою жизнь. Дворцов не построил, бабок не ворует, ничего не делает, гибнет, сражается. Обычный такой же, как и мы человек. Но и его никак нельзя запачкать. А человек, с другой стороны, он король, царь, у него миллиарды, он ведет агрессивные имперские войны, и его никак ты не оправдаешь. В таком случае ты говоришь, что этот работает на этого, на того, кто напал на Путина, как Басаев работает на ГРУ, говорили очень часто, или Дудаев работает на ГРУ, там, и так далее. И в конце концов мы с тобой, сторонние наблюдатели, которые смотрим, как бы мы ни поддерживали Дудаева, мы с тобой думаем, так, ну что-то же правда, наверное, что про него столько говорят. Значит, и эти мерзавцы мы знаем, ну и, наверное, и этот мерзавец. И мы с тобой отстраняемся. И вот это закладывается, что и эти виноваты. Это такой нарратив, необходимый минимум для российской пропаганды, чтобы запачкать в данном случае сейчас Украину. Ну, вернемся. Я хотел, ты у нас живешь в Вильнюсе, и вот у меня висит флаг. Ты знаешь этот флаг? Ачу Летува. И вы первые, ваша страна, Литва, первая признала спонсором терроризма Россию и запретила транзит. По-моему, державой-террористом, а не спонсором терроризма. Державой? Да. Нет, Ну, по-моему, я могу ошибаться, надо спонсором. проверить. Спонсором, да. Ну, проверим сейчас. И наши зрители пускай посмотрят и проверят. Вот вопрос. Как вот это все происходило? Следил ли ты, как относятся литовцы и вообще как к русским они относятся? Есть ли какая-нибудь дискриминация, что-нибудь такое? Ну, вот это
признание России державой-террористом или спонсором терроризма, это состоялось, по-моему, еще за несколько дней до того, как я сюда приехал. Да. Что касается отношения к русским, я не вижу какой-то особой дискриминации или чего-то там еще. Понимаешь, есть разные отношения, но, в общем-то, что-то, какой-то дискриминации я не ощущаю. Я даже больше скажу, тот, кто ищет дискриминацию, тот ее всегда найдет в Это тоже качестве правда. самосбывающегося прогноза. Вот я тут говорю с некоторыми другими русскими мигрантами, они говорят, ну они нас не любят, они нас не любят. Я говорю, вы где это взяли, что они вас не любят? Это во-первых. А во-вторых, почему они должны вас любить? Второй вопрос. Ладно, извини, я вспомнил вот один анекдот чеченский. Может, это на самом деле так было. Чеченцы пошли грабить казаков и угнали отару овец. Потом говорят, ну там у них еще коровы были, пойдем за коровами. Возвращаются за коровами, забирают коров. Казак не выходит из дома. Ушли, все. Потом, говорит, там кляча какая-то стояла в конюшне. Давай ее заберем уже, там она последняя стояла. Возвращаются, забирают клячу, одевают там ее узду, там уздечку, там ее запрягают. И в этот момент казак дверь открывает, и вот один глаз выглядывает. И один чеченец смотрит и говорит, вот они нас не любят, да? И тот говорит, да я даже ума не приложу, за что? Вот Нет, приблизительно некоторые русские могут так считать. я могу сказать, что значит, разговариваю, и я, конечно, пытаюсь учить и литовский язык, а, какие-то фразы определенные уже знаю, слова. Когда, естественно, их не всегда хватает, говорю по-английски, они пытаются переходить на русский, и в некоторых случаях я сам не хочу переходить на русский. Ну, есть Ну, моменты, время как бы. такое, время, Да, ничего. да, да. И потом, кстати, это еще я какую-то книжку читал, 15 век, какой путешественник какой-то говорил, который путешествовал по России, ну, не про как тогда это называлось, Московия или что-то такое, что он поражается, ну вот в тех условиях этого 15 века, почему русские никогда не говорят друг с другом на других языках, они всегда переходят на свой язык. Ну, потому что в Европе тогда это было нормально, что люди одной нации могут поговорить друг с другом и на языке другой нации. Так вот, он говорит, что русские всегда вот на русском друг с другом говорят, и никак вот ничего с ними не сделать. И я считаю, я это пытался и в России доказать, в Санкт-Петербурге, я своим друзьям говорил, а давайте сейчас поговорим на английском. Почему обязательно? Вам же лучше будет, произношение улучшится, там, словарный запас, потому что я свободно знаю английский. Или да, давайте поговорим там на украинском еще. Ну вот не хотят. Так что... Великий А мне, могучий. да, а мне иногда не хочется говорить на русском, например, как какие-то темы, какие-то моменты. Так что для меня вот этот вот языковые какие-то моменты, что со мной обязательно должны говорить на русском и так далее, он для меня не стоит, поэтому в этом смысле мне, я считаю, легче. Ну и второй еще есть момент, есть тут большинство, конечно, литовцев, населения Литвы, они поддерживают Украину, стойко поддерживают Украину, но есть некоторые, которые тоже подвержены этой, и, конечно, меньшинство, но такие тоже встречались, ватного типа, подвержены путинской пропаганде. Вот сегодня увидели эту футболку, какой-то пожилой мужчина фыркнул так, самое. Ну, я не знаю, был ли это литовец или кто-то. С литовцем с одним я разговаривал где-то около 10 дней назад, 45 лет, вроде бы уже еще застал Советский Союз. Я им говорю, ну вот идет война. Он говорит, ну да, экономическая. Я говорю, ну как же экономическая? Бомбят города, стирают города с лица земли. А ну да, конечно, да. Но разве
Ирак и Югославию не бомбили тоже? Я говорю, слушайте, я вот не хочу, я устал, я не хочу вот в таком стиле разговаривать, потому что я приехал в Литву не для того, чтобы слышать нарративы кремлевской пропаганды. Вот прямо сказал ему. Вот. Ну, вот такие тоже бывают. Но, конечно, большинство поддерживают Украину. Сегодня, кстати, были в одном баре, там висит портрет Путина, составленный из маленьких этих самых того, что начинается с буквы «Х». Могу прислать фотографии. Ну вот. Интересно. Слушай, Влад, а по поводу транзита, что скажешь, что думаешь по этому транзиту? Правильно, неправильно, По поводу недостаточно? транзита, смотри, моя позиция, пускай меня называют радикалом, экстремистом, там, кем угодно, я считаю, калининградский транзит должен быть остановлен. И когда я выступал тут на митинге в Вильнюсе в поддержку Украины 18 июля, я прямо сказал, калининградский транзит має бути зупинено. Вот так сказал. Полностью. Потому что Литва – это, говорят сами литовцы, Литва не коридор, Литва не проходной двор. Российская Федерация что сделала? Она начала войну, агрессивную войну за передел границ в Европе. Передел границ, и они угрожают Литве. Литва, я считаю, калининградский транзит нужно полностью остановить. Пускай перевозят воздухом, морем, как угодно. Кстати, вот были тут разговоры в Литве о том, чтобы колею перевести железнодорожную с российского стандарта на узкоколейку европейскую. Тогда физически российские поезда не пройдут. А вот эти вот, говорят, вы мне говорили там, ты хочешь лишить калининградцев, там, оставить их в голоде, без лекарств и так далее. Нет, не хочу. Лекарства и продукты пускай покупают в Польше и в Литве, в соседних, им продадут. И дешевле будет, чем везти А это с сейчас санкции же. великолучного Сейчас санкции. мяса. Нет, так а санкции-то кто ввел? Вот если вспомнить, кто ввел санкции на Путин. закупку Совершенно продуктов верно. из Евросоюза? Путин. Путин. И В давил августе тракторами. 2014 Да, года. да, еду. Это были контрсанкции. Так вот, давайте будем... Я считаю, что Европа сейчас должна быть, и она должна была быть более проактивной еще в 2008 году и в 2014, но сейчас давайте заставим Путина отменить контрсанкции. Пускай покупает у нас продовольствие. Не Европа газ покупает и нефть у Путина, а пускай Путин покупает продовольствие. Пускай отменит свои контрсанкции. А как его заставить отменить? В том числе полной отменой калининградского транзита. Пускай покупает продукты и не с Великих Луг и Москвы завозит транзитом через Беларусь и Литву, а покупает вот дешевые европейские товары. Всем будет хорошо. Полностью А с тобой Путин... согласен, Влад, полностью. Единственное, что не в 8 и 14, а с 99-го года Европа должна была засуетиться. Когда Путин взрывал Ну, своих же тогда граждан. уже с 94-го. Да, так-то да. Ну, даже хотя бы с 99-го, когда он уже открыто взорвал и был пойман с поличными, Патрушев, взрыва, убийства русских женщин и детей, спящих в своих домах. Это когда поймали. А сколько этих взрывов было в метро, в автобусе, там, в переходах и так далее, тоже мы это помним, вокзалы. Кстати, вот насчет вот этих взрывов в 99-м году знаю, я не буду судить, я просто выскажу версию, которую я слышал, что это не как бы, что да, это делали для того, чтобы поднять популярность Путина, чтобы он выступил там как защитник там и так далее, но готовило это как бы не ФСБ, а ПСО Ельцина для того, чтобы поднять популярность Путина. Не знаю, А зачем что Патрушев тогда взял на себя, объявив, что это были учения? Там 100% стоит Патрушев, однозначно. А он директор ФСБ тогда был. Да, вот, так я говорю к тому, что вот
все, что дальше, все, что было при Путине, тут нет сомнений, кто главный организатор, кто отдавал приказы и так далее. А вот там есть сомнение, был ли это Путин, или это все-таки был Ельцин и его окружение, вот, которое хотело продвинуть Путина. Вот я к чему говорю. И Ну, Патрушев, он мог отчитываться не перед Путиным, а перед Ельциным и там, кто там, Татьяна Дьяченко, Юмашев, Чубайс, вот перед ними. Вот я к чему говорю. ну, Вот такая вот версия. может быть и так, но у меня немножко другая версия, Влад. Я знаю, что считаю. Я считаю, что Ельцин и все это время и находился под колпаком ФСБ, КГБ, еще со времен, когда он был председателем Свердловской области. А, Так это несомненно. Да, и войну против Чечении он начал, и именно вот они когда в 93 году вносили в Конституцию Чеченскую Республику как часть России, это Дунаев, Степашин и остальные товарищи. Дунаев это хороший юрист, остальные, ну это все гивнюки. И они его заморали это, сказали, мы тебе сейчас рейтинг поднимем, там, мы тебя, ну, как бы его курируют, поддерживают. И потом уже, когда уже Ельцин был, как и Брежнев, или его довели до такого состояния, или он уже на самом деле спился, что не особо я верю, что вот так человек может спиваться. Нет, может человек спиваться, в это я верю. Я имею в виду, что вот на таком посту человек вот так деградировать просто ну, не мог. Ну, может быть. Но то, что его втянули вот в эту войну, и когда Яндарбиев приезжал встречаться с Ельциным, там сидит Лобов, тоже, кстати, один из этих его кураторов ельцинских. И Яндарбиев говорит: Борис Николаевич, мне нужно буквально 30 минут, что ли, или 5 минут с вами наедине поговорить. И в этот момент в разговор встревают, они только садятся, когда вот за стол они садятся, и Зелимхан Яндарбиев говорит: Борис Николаевич, я мог бы с вами полчаса, если с глазу на глаз, мы бы поговорили. И Лобов встревает и говорит: а что у вас? У нас тут демократия, а что вы скрывать хотите? Ну, прямо видно, что он не хочет, и сразу дает понять и Ельцину, и остальным, что один на один встречи не будет. Мне казалось, и потом уже, когда Ельцин передавал эту власть, вот эта чехарда с премьер-министрами, причем все были силовики, все, ну, гибнюки, все, почти все, да, от Кириенко, тоже без сомнения, тоже гибнюк, и все остальные, Примаков, там, остальные. И была эта чехарда, и, видимо, я так полагаю, что выбор на Путине был уже решен. Просто вот эта чехарда со сменой была и либо отвлекающим каким-то маневром, чтобы запутать общественность, экспертов, которые наблюдают, и чтобы вот выдвинуть Путина. И Путина выдвигал именно вот коллегия ФСБ и лично Патрушев, я считаю. И после того, как началась война у нас, они первое время сражались, все, на армию они, как обычно, гибнюки сами же на себя не берут, армия, и уже вроде армия справилась, равнину заняла, и тогда уже потихонечку власть в Чеченской Республике начала переходить к гибнюкам. И был создан РОШ, сперва это назывался, ну, это был оперативный штаб ОШ, в общем, и в Чеченской Республике был РОШ. А в РОШ, и сейчас есть этот РОШ, а в РОШ ходит кто? Ну, федеральный РОШ входит. Замы министров, силовых министров. Такой теневой силовой кабинет министров. И вот все эти преступления, начиная взрывов, от начала взрывов в 99-м, когда Патрушев выступил, значит, это он стоял за этим. И он взял на себя эту вину, сказал, что это были учения там, и так далее, и так засветился. Вот с тех пор мне кажется, что Патрушев играет вот эту силовую роль, а Путин представляет себя в мире как там, как бы, ну, президентом. Вот я так это вижу. Влад, и следующая тоже интересующая тема, сейчас всех, это очень важно.
по поводу отмены туристических виз для россиян. Как ты к этому относишься? Ведь там есть и оговорки, что те люди, кто просит политическое убежище, которые могут доказать, что они реально преследуются, что, конечно, они могут получить. Ничего в законодательстве не меняется. Но вот как туристам, разным любителям салцберевских шпилей и других, то есть киллеров, которые сюда приезжают, для них, конечно, это будет проблематично. Как ты считаешь, нужно это или это такая лишняя мера, которая никак не может повлиять? Я считаю, что это нужно. Э, Я считаю, что не время сейчас, в принципе, ездить, смотреть на шпили, соборы и так далее, потому что вот те, кто... Потому что подтекст у многих такой вот. Они в России путем пропаганды, путем замалчивания фактов, путем откровенной лжи, даже путем необъявления войны и необъявления мобилизации идет какая-то там спецоперация, неизвестно где, ну, может быть, кого-то убивают. Вот такой нарратив. То есть вторая часть этого нарратива, что не только здесь, не только вот в России ничего не происходит экстраординарного, но можно и в Европу ездить, хотя самолеты отменили, хотя, значит, нужно пересечь границу со странами Балтии или с Финляндией сначала, но все нормально, можно туристами ездить туда-сюда, то есть вот все нормально. Вот я считаю, что эта мера одна из тех, которая будет способствовать тому, чтобы разрушить это представление о нормальности, в том числе и среди самих российских граждан, и которые находятся в России, которые уже не находятся в России. Вот смотрите, Visa и MasterCard прекратили работать с 10 марта в России. Все, никто это не обсуждал. Вот, хотя они должны были прекратить еще в 2014 году, потому что сейчас эта мера не совсем, карточки продолжают работать в России, российские карточки, потому что они переподключены были немедленно к системе МИР, а система МИР была создана только в 2015 году. Соответственно, если бы в 2014 году наложили эти санкции, финансовая система после Крыма, система финансовая полетела, скажем так, в какой-то матери. И вот сейчас отмена этих виз, это будет говорить о том, что туризм из России не приветствуется. Он не должен приветствоваться. Они пришли туристами в Украину на танках. Вот никто не хочет, чтобы они на танках пришли сюда, в Европу. И тем более сейчас отменены авиарейсы, нет авиасообщения, поэтому основную тяжесть принимают на себя именно страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, в меньшей степени Норвегия, которая непосредственно граничит с Российской Федерацией. Опять-таки, Литва, кстати, перестала выдавать все эти туристические визы уже в конце февраля, начале марта. Вот исходя из той же теории, не проходной двор и не коридор. Поэтому, наверное, вот страны Балтии вот в первых рядах тех, кто против этого выступает. Остальным, конечно, может быть, это и не очень важно, но именно вот в других странах так называемой Старой Европы, Франция, Германия, Испания, Португалия, уж слишком много вот всех этих ватников, сторонников войны, сторонников Путина. И вот две я вижу цели. Первое – это показать людям в России, что не все нормально, не все идет своим чередом, что нельзя просто так ходить по Невскому проспекту с улыбочкой, как будто ничего не происходит. И второе – это уменьшить количество вот этой путинской пятой колонны и шестой палаты в странах Европы. Я считаю, что это вполне разумная мера, а для убежища, ну, во-первых, для убежища виза не нужна, я без визы приехал. Во-вторых, есть такая практика, она была еще
во времена Советского Союза, когда ну вот общее положение международного законодательства, что убежище дают только, когда человек достиг той страны, где он просит убежище. Еще во времена Советского Союза для евреев, которые хотели эмигрировать из Советского Союза, они могли подавать на убежище уже, скажем, в посольствах Соединенных Штатов Америки, например, в Вене и, по-моему, в Риме тоже. И даже сейчас, по-моему, Литва или Польша дают возможность белорусам после разгрома революции 2020 года в Беларуси тем, кто может подавать на визы с целью получения убежища, и именно с целью получения убежища прямо в посольстве в Минске. Поэтому я считаю, что туристические визы должны быть отменены в обязательном порядке. Это и щелчок по носу вате, и для того, чтобы уменьшить количество ваты, тех, кто приезжает на шпили посмотреть, и убийц этих всяких агентов тоже. Слишком легкий у них путь был все эти годы. А для людей, которые реально, вот мое такое предложение, для людей, которые реально, как сказал Зеленский, которые реально борются, которых реально преследуют, стоит подумать о том, чтобы они могли подавать на убежище. Я, конечно, понимаю, с одной стороны, я говорю, что либо комфорт, либо бежать, но я понимаю, что есть люди, которые там по каким-то физическим своему состоянию, там, еще там чего-то, незнанию чего-то, возможно, стоит для них облегчить, для тех, кто реально борется, для тех, кого реально преследуют, кому угрожают жизни, здоровью, свободе, чтобы они имели возможность подавать вот на такие визы с целью получения убежища непосредственно в Российской Федерации. Вот такое мое мнение, мое предложение. Ну, в принципе, я согласен, да, это так и есть. Вот Зеленский сказал 4 месяца назад, что возражают россияне. Зеленский же поддержал вот этот отмен виз, который предложила Латвия. И в Европейскому Союзу полностью отменить всем россиянам. И ему напоминают, что он перед самым началом войны сказал, что все россияне... После начала войны. Да, ну вот сразу после вот этого широкомасштабного вторжения, он сказал, что да, все россияне уезжайте там и так далее, а теперь он говорит всем возвращайтесь. Все. Это связано с он потом сам это объясняет, говорит, раз вы ничего не делаете, как бы приехали сюда. И в связи с этим у меня вопрос к тебе, Влад. Для меня это большая была личная, скажем так, проблема столкнуться с этим. Ну и я думаю, у тебя тоже с этим, наверное, возникнет или возникло уже какие-то там проблемы или недопонимания. Здесь очень много инфильтрировано агентуры. Я могу тебе сказать, что чеченское общество, оно инфильтрировано не меньше, чем российское общество. В том числе это и ваххабиты, так называемые радикальные, это такие вербовщики. Есть последователи, которые, как называют, просто полезные товарищи. А есть вербовщики, которые ими управляют. И точно так же я могу сказать про некоторых наших демократов и ичкерийцев, что тоже инфильтрировано. То же самое в российская оппозиция, которая сюда приезжает, ну и вообще граждане России, в огромном количестве приезжает агентура. Как ты считаешь, Влад, как можно выявлять этих людей? Что нужно для этого сделать, чтобы не пострадали нормальные люди, которых не так много, но они на вес золота, которых мы должны каким-то образом защитить от вот этих массовых, если начнется, зачисток, скажем так, по-русски? Очень просто это делать. Очень просто. Вот я в лагере для беженцев, я лично одного выявил, который находится в списке миротворца. Но литовцы его, вот среди просителей убежища, кстати, не по визе человек приехал, тоже проситель убежища. Так что они засылают, но тут, конечно,
То, что просить убежище все-таки это более обременительно, нужно придумывать легенды, нужно придумывать то сё. Ну вот не до конца придумали легенды. Просто побеседовать с человеком, просто я с ним побеседовал, и я понял, что с ним что-то не так. Ну, могу сказать, одна из вещей, которая была не так, он не знал, форум «Свободной России» кто проводит, Каспаров или Карпов? Ну, вот так они агентуру готовят, извините. Оппозиционер. Да, да, да. И я навел справки, и сразу пока... Вот это просто один из моментов, который показался очень странным. Просто в обычной беседе. И я навел справки, человек оказался в списке миротворца, о нем было сообщено соответствующее, не мной, другими людьми было сообщено в соответствующие инстанции литовские, не знаю, как меры были приняты, не были приняты. Ну вот, понимаешь... Ну, это не так просто, Влад. Я сам сталкивался с этой проблемой, я же поэтому тебе задаю этот вопрос. Потому что ты выявил, да, у тебя есть опыт, ты постоянно на митингах, ты видел много засланных, вычисляешь их, можешь их вычислить. И потом проверил и оказался, что он в миротворце, в списке миротворца. То, ну, тут понятно, ежу понятно, что миротворец просто так они не запихнут кого-то. Как пособник терроризма он там Да, обозначен. еще проблема в чем? Когда мы выявляем кого-то, здесь правовое государство, и говорят, а вы докажите, вот ваши внутренние понимания или какие-нибудь там, допустим, ваши там, косвенные какие-то подозрения, это не котируется. Да, и если, конечно, есть хороший уровень доверия к вам, то в таком случае да. Но если такой же беженец, там, как бы это сформировать, чтобы не пострадали нормальные? Вот это моя одна из задач, которых я хочу как-то это систематизировать, эту систему. Это, Понимаете, понимаешь, я считаю, что опять-таки возвращаемся к тому, элементарная беседа, ответы на вопросы там, и так далее. Причем вот эти вот легенды, их тем более они ведь сейчас, по-моему, не особо заботятся о качестве этих легенд, по-моему. Они массовостью берут, массовостью. Да, да, поэтому это достаточно просто выявить. Другое дело, там может быть а, агент это или экономический беженец. Вот тут уже нужно смотреть, ну тоже это наблюдение, беседы, ну, какие еще методы. Вот такие. Я считаю, что для этого нужно привлекать людей, которые уже Я как-то... знаешь, просто к чему это все говорю. Здесь, например, им особо разбираться неохота. Если они заподозрили, они отказывают. Давай, все, до свидания, езжай домой. Иногда они отказывают вам, продлевают там по 3 месяца, вам эту печать ставят по месяцу, но вас не депортируют. Не знаю, для чего это делается. Может, это считается, что лучше пускай этот агент у них на глазах будет, чем уедет и приедет новый, Ну, тоже которого с им той надо стороны. вычислять. А мне важно, чтобы настоящие люди, которых вот надо груду просто, огромную гору угля раскопать, не назову это другим камнем или другой субстанцией, ну, чтобы откопать вот этого нормального человека из этой груды угля. Поэтому, Детектор лжи, вот ну, не каждый полиграф. захочет садиться на этот детектор лжи. Да, но у беженца есть обязанность сотрудничать с властями принимающей стороны. Поэтому отказ садиться может рассматриваться как отказ от сотрудничества, так сказать, негативно в сторону. Поэтому Это да, но вот эта психофизиологическая экспертиза, она не признается доказательством, потому что профессионал может очень хорошо обманывать. И ты заметил, почему их ну, зовут по фамилиям, они отличаются, вот эти разные Чепигины,
Вадим Соколов, Вадим Красиков, который в Берлине у нас тут человека убил. Нет, так им же дают, когда они поступают на службу в качестве агента, им всем предлагается выбрать себе позывной. Вот они его выбирают, Да. А ты знаешь, почему у них имена остаются, а фамилии разные бывают? потому что им предлагают, наверное, им предлагают только фамилию в качестве позывного выбрать, а не Когда ты имя. садишься на детектор лжи, просто мы много раз я участвовал в этом, Для этого. да, в том числе для этого, чтобы ты откликался на это, и первый тебе вопрос, который задают, говорят там, например, тебя зовут Влад, и тебе говорят, тебя зовут Аслан, тебя зовут там Иван, тебя зовут Влад, и ты на все должен сказать нет. И вот когда на слове Влад ты говоришь нет, они проверяют, на что и как ты реагируешь. И в этот момент, ну, 100% твое имя знают, тебя зовут Влад, и в этот момент ты говоришь нет, все, зафиксировали ложь. И там сейчас день, например, тебе говорят, и говорят, сейчас день или там вечер, и ты должен сказать тоже, обман ты должен. Это в начале, перед тестированием тебе задаются вопросы, чтобы настроить технику. И я считаю, что именно поэтому они оставляют имя именно, а меняют фамилию. Потому что на детекторе, по крайней мере, российский вот этот детектор, психофизиологическая экспертиза, именно вот таким образом проводится. Наверное, это как моя версия, одна из версий. Кстати, вот я еще хотел сказать, что насчет того, какой момент мог быть серьезным психологическим ударом, скажем так, для Путина и для его системы, это вот они собираются эти псевдореферендумы там проводить. Мгм. Если, конечно, к тому времени их уже не вытурят вооруженные силы Украины из Херсонской и части Запорожской Запорожской, да. области. Почему бы конечно, я не могу советовать ничего Украине, президенту Зеленскому и так далее. Но такое предложение, почему в Украине и Евросоюзу в том числе не признать Чеченскую республику Ичкерия, установить отношения с правительством Ахмеда Закаева. Вот, пожалуйста. Ну, Такое, видимо, такое есть предложение. основания. Видимо, есть основания, потому что, ну, там не хотят встречаться даже. Не знаю, не знаю. И сейчас, даже если это признание произойдет, оно особой погоды не сделает. Потому Ну, что, хорошо, они вот все говорят, начиная там, я не знаю, говорил это Байден официально или нет, что нужно, чтобы монстр погиб, нужно, чтобы Российская Федерация в ее нынешнем виде прекратила свое существование. Хорошо? Будьте проактивными. Не следуйте путинской повестке. Вот он предложил, а вы потом его догоняете санкцией. Он чего-то сделал плохое, а вы его догоняете. Ну, вот это уже война уничтожения Ичкерии была сделана еще 20 лет назад. Будьте проактивными. Хотите развал Российской Федерации в ее нынешнем виде? Хотите дать Путину поддых? Признайте Чеченскую республику Ичкерия. Помогите Азербайджану разгромить так называемую Нагорно-Карабахскую республику. да, я думаю, там сейчас турки, азербайджанцы справятся. Влад, дай я тебе вопрос задам. Извини, пожалуйста. По поводу нанесения максимального урона. Вот сейчас санкции, таких санкций, которые наложены, ну, и та же отмена виз, это тоже санкции. Таких санкций ни на кого не накладывали, как, по крайней мере, говорят. И все равно хорохорятся в России, говорят, что да, ерунда, мы справляемся и так далее. Понятно, что с Советского Союза, со времен Советского Союза, советские граждане это мастера по скоммуниздиванию всего и вся. И технологии воровали и так далее. Тем более, когда сейчас границы открыты, мир прозрачен и так далее, это вообще проще делать. И они это делают и будут делать. Но, во-первых, первый мой вопрос. Нанесли ли вот эти санкции, наносят ли они вред ощутимый, менее ощутимый?
И что еще можно бы сделать, на твой взгляд, что не сделано, максимально нанесло бы урон? Про нефть и газ я не говорю, потому что нефть и газ вроде накладываются, просто и вот западным странам самим как-то нужно это отрегулировать, чтобы себе меньше нанести вред, чем России. Но это тоже будет. Что еще можно Ну, применить? ну, во-первых, то, что я уже сказал, санкции должны быть проактивными. Они должны быть проактивными, они должны быть превентивными. Не а, следовать путинском фарватере, как вот это было до начала широкомасштабного вторжения на переговорах. А вот если вы нападете, а что вы сделаете? А вот мы сделаем так. Нет, вот сделать и не обсуждать это. Вот как Visa и MasterCard ушли из России, и никто это не обсуждал. Вот сейчас с визами. Сделать, не обсуждать. Не бросать вот это вот в обсуждение. Если вы реально это хотите сделать, если вы серьезно настроены, делайте это. Далее, то, что я говорил ранее. Приостановить полностью калининградский транзит. Полностью. Именно полностью. Любые грузы. Но все равно через море можно, воздухом можно. А Нет, нет. воздухом нет. Через море, через воздух пускай возят. Но это, значит, это будет, во-первых, затратнее для них. Во-вторых, это будет психологический Да. удар. Как Путину реагировать? Третье – это побудить его снять собственные контрсанкции, которые он ввел против своего народа, вот эти продуктовые контрсанкции. Вот, Дальше, Влад, а вот то, что уже внесены санкции, они повлияли на жизнь, экономику России? вот до, скажем так, до того, как я ехал из России, практически не повлияли. Хотя в самом начале, вот в марте, в самом начале широкомасштабного вторжения, были панические настроения, люди скупали лекарства, потом исчезали какие-то макароны, там скупали, исчезали какие-то Кока-кола, было видно, что ее из запасов уже продают. Но вот реально, конечно, тогда эффекта еще не Ну, от ощущал. санкций он сразу и не бывает. А вот само морально-психологическое состояние людей, когда мир отгораживается, это же важно для всех, и в частности для русских, для россиян. Что вот с Вот их Путиным никто не встречается, ну это же все равно как сказывается. встречаются с Путиным, Кто? встречаются. Кто с ним встречается? Эрдоган? Эрдоган, Ну, даже Эрдоган что-то значит. Эрдоган Эрдоган, конечно, много значит, но кроме бывший него член больше никто НАТО. из уважаемых не встречается. Ну, вот там Макрон звонил там Ну и так да, далее. ну да. Кто-то там еще приезжал. А, Закрывать, вот, ну как, значит, авиасообщение уже отменено. Ладно, это все, как говорится. Ну вот отмена виз, я считаю, о Тоже которой говорится, тема. что это как-то повлияет на определенную часть населения. А, Что еще? Не на всех можно повлиять этими санкциями. Нужно смотри, что нужно. Нужно повлиять на те 5% населения, которые смогут что-то сделать. И где эти 5% населения? 5% населения – это не оппозиция, это само правительство Российской Федерации, государственные чиновники. На них нужно повлиять, чтобы они не чувствовали себя уверенно. Вот визы, они привыкли ездить, на них должно это повлиять. А, Вот
Как, что еще конкретно предложить, это нужно смотреть. Смотреть, что может оказать наиболее сильное психологическое, именно психологическое влияние вот на эту группу. Не на оппозицию, с оппозицией все понятно, на группу серых чиновников, на армию, на высшие чины, что может их побудить свергнуть Путина. Потому что я считаю, что Путина свергнет не народное восстание, а Допустим, армия. самый реальный путь это собственно, как заставить чиновников и армию выйти и свергнуть Путина, достать его в бункере. Но это же ничего не изменит. Убрать одного Путина, это же, ну, что-то изменит, но не А сильно. дальше, дальше пойдет процесс. Дальше пойдет процесс. Но опять два пути. Мы не можем, вот смотри, мы не можем заранее говорить, что какой, два пути. Один путь – это Путина свергнут какая-то временная либерализация там, а потом снова придет новый диктатор. Опять 10 лет передышки и новый диктатор. Или второй путь, то, что говорят, это разрушение Российской Федерации в ее нынешнем виде, построение в том числе русского национального государства, о котором говорят русские националисты, других государств, других народов. Это более реальный путь. Но опять-таки мы не знаем, как пойдут эти процессы, мы не можем в истории, в будущем мы не можем двинуть камень так, чтобы наверняка вот получилось то, что мы хотим. Но одна реальная вещь, которая должна совершиться, Путин должен быть свергнут, он должен предстать перед судом или уничтожен, если не будет возможности привлечь его как-то. Не специально уничтожен, а, так сказать, при попытке к бегству, скажем так. И На законных основаниях ты имеешь в виду. Да. Ну, закон, он после 8-го года он незаконно находится на этой должности, поэтому законные основания уже есть. Он незаконный президент, он узурпатор, он поменял под себя Конституцию. В 2012 году он наплевал на эту Конституцию. Его сроки должны были кончиться в 2008 году. Поэтому законы, не нужно придумывать законных оснований, они есть. Я имею в виду, если он не будет сдаваться, его нужно уничтожить. А так его нужно взять живьем, судить российским судом и международным судом. И я считаю, вот само свержение Путина, оно уже даст толчок каким-то процессам. А дальше уже конкретно по ходу дела подходить мы не можем. Я считаю, что нельзя какие-то вот такие вот планы прорабатывать. Есть две задачи. Первая – это победа Украины. Нужно помогать Украине всем, чем можно. Оружием, деньгами, психологически всем, чем можно. И второе – это внутри. Мы не можем сейчас сказать, ой, давайте, как мы будем строить демократическое государство. Нет, не будем. Сначала нужно решить первичную задачу. Первичная задача – избавиться от источника зла, которым является Путин. И, соответственно, подбирать такие санкции, которые бы способствовали или санкции, или угрозы, или даже подкуп вот этих самых серых чиновников, которые захватили власть в России, и путинской армии, путинского ФСБ в том числе, для того, чтобы они его свергли. Ну, у нас 10 минут осталось до конца нашего вот этого отрезка. Я отчасти согласен с тобой, Влад, но знаешь, я считаю, что все-таки одним Путиным там не отделаться. Потому что я как... Постепенно. Да, вот постепенно, я не думаю. Потому что в том плане, что уйдет Путин, если останется сама вот эта банда террористическая ФСБ, КГБ, ФСБ, и где вот имперская мысль зарождается в ее недрах и потом уже распространяется.
Они, я уже сколько, с 2015 года здесь, и еще ранее, наверное, лет 5 назад, до того, как я выехал, в силовых, ментовских там разных учреждениях я слышал там от студентов, от родственников студентов, что первый урок начинается час, первая пара, час ненависти к Америке. И я тогда еще задумывался, ну как так, американцы их так поддерживают. Вроде, ну, я все мерил по Чечне, вроде бы Чечне устроили геноцид. Американцы вроде бы промолчали, Запад промолчал. А они берут и сейчас, ну, молодежь, это же выпускники, которые завтра будут уже действующими кадровыми офицерами и которые будут уже решать. Им закладывается вот эта программа. Я не сомневался, что вот столкновение произойдет. К чему-то русские готовятся, раз обучают своих студентов к ненависти Америки. И я считаю, что пока не будет полная люстрация, наказание всех одиозных террористов из банды ФСБ и рассекречивание всей агентуры, что очень-очень слабо верится, потому что любая новая власть, придет это американская власть, китайская, им эта агентура на местах, это такой бесценный, многие десятилетия наработанный такой арсенал, такой ресурс, который, ну, просто никто не захочет с ним расставаться. И вот в чем мое опасение. А если не будет люстрации архивов, всех архивов, чтобы все преступления, начиная с 17 года, вот с ВЧК, ЧК, вот с тех пор, вот все, пока не будет вот это открыто, и в открытом доступе, чтобы люди могли сказать, что да, это было преступление, до тех пор ничего не произойдет. К большому сожалению, это для меня, вот, и я поэтому считаю, что главный враг это не один Путин, это Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и все остальные. Военные при Брежневе они имели какой-то вес еще, а потом уже после смерти Брежнева остатки вот этого веса они потеряли, авторитета, и теперь полностью находятся под контролем Гибни. Тот же Шойгу, офицер, генерал ФСБ, я в этом не сомневаюсь, хотя нигде я не читал эту информацию. В противном случае, во-первых, он бы так долго не просидел бы в правительстве, во-вторых, не назначили бы министром обороны. Там только свои. Смотри, вот именно потому, что там только свои, именно потому, что Путин избавился от любого, от всех, от любого, от каждого, кто мог, кто в чем-то, хоть в чем-то его интеллектуально превосходил, ну, а там, так сказать, там мозг троечника, понимаешь, поэтому любой, кто придет после него, вот абсолютно любой, он уже будет слабее. И скинуть, вот там уже можно говорить о народном восстании, там уже можно говорить о других каких-то вещах. Да. И поэтому почему бы сначала не заставить их поработать на нас, а потом уже разобраться с ними. Ну, у нас то же самое было в 94 году, когда Дудаев, вернее, в 91 году, когда Дудаев пришел к власти, Шамиль Басаев с своими товарищами, они захватили здание КГБ и взяли все архивы. И потом уже все эти архивы, говорят, некоторые сообщают, что они уничтожены, некоторые говорят, что их русские захватили, не знаю я, что, ну, или продали, или вернули русским, не знаю, что там произошло, но факт остается фактом. Вокруг Джохара Дудаева, потом вокруг Аслана Масхадова была агентура, которая и сейчас здравствует, и которая сейчас бодрствует и еще там рассказывает, в том числе, что они какие-то ичкерийцы, которые были в правительстве Масхадова, рядом с Масхадовым и так далее. Но вот этот змей-искуситель, вот этот плод, который казался, что он дает тебе силу, на самом деле в конце бьет тебя так обухом по голове, что могу сказать по чеченцам, все, кто не были агентами, они уничтожены. Чеченская республика оккупирована, и нас они уже так переформатируют, что уже они уверовались, что уже нас переформатировали.
Это, конечно же, большое заблуждение. Чеченец, когда не может что-то сделать, он просто это в долгий ящик откладывает, но никогда не убирает в корзину. Это остается в долгом ящике, откуда он даже через 50 лет достает, когда наступает время. Такая вот у нас черта характерная, особенная. Что то же самое можно было про Дудаева сказать. Что скажешь, Влад? У нас 3 минуты, можем еще с тобой раз продлить общение. Ну, чтобы было интересно, мне кажется, можно будет сейчас, Да, я думаю, пока лучше сейчас, да, чтобы не чтобы надоесть не нашим было зрителям. затянуто, да, да. Да, что думаешь по этому поводу? Гибни и всего остального. Я думаю, я сторонник, безусловно, иллюстрации. Я очень жалею, что это не было сделано в 92 году. И я считаю, что вот должно, вот так, как было сделано в Восточной Германии. Эти люди, значит, все архивы должны быть открыты. К ним должен получить доступ каждый, к своему делу должен получить, если оно там у него или у нее есть, получить доступ каждый. Все агенты должны быть раскрыты так, как это было сделано в Латвии, так, как это было сделано в Восточной Германии. И, конечно, все люди, которые так или иначе работали или были связаны с силовыми структурами, с ФСБ, КГБ, путинскими структурами, центр по противодействию экстремизму, они не должны иметь возможность далее работать на государственной службе или какой-то службе, связанной даже с охранной деятельностью, я считаю, они должны иметь этого права. И что еще? Те, скажем, те полицейские, которые работали там на уголовных делах или следователи, да, там проводить соответствующие, ну как, Расследование. соответствующие, да, мероприятия, и там достаточно, я считаю, нормальных, умных людей, им можно давать дальше работать. Но вот это вот все вот эти вот политические, вот эти вот те, скажем так, политическая полиция, те, кто работали в политической полиции, и в ФСБ, и в ЦП, они должны быть люстрированы и лишены всех наград, всех пенсий. И это касается не только них, это касается и участников так называемых боевых действий тоже, чтобы они поняли, что они не родину защищали, а Украину убивали. И ну, пускай это будет на их совести. Ну, иначе я согласен, иначе никакой перестройки, никакого реформатирования, никакого создания нового, чего-то нового на месте нынешней Российской Федерации не будет. И угроза миру так или иначе снова возникнет не сегодня, так скажем, не завтра, а через следующие 20 лет. Абсолютно с тобой согласен, полностью. Спасибо, Влад. Спасибо, что принял участие. Спасибо, что поговорил. Я надеюсь, будем почаще видеться и выходить в эфир. Дякую, Баркала, слава Украине, все Героям буячки. слава. Героям слава. Всего самого хорошего, Влад. На связи. Пока.